Но, тем не менее, год катится к концу, и традиционный стрим с хорошо знакомым и любимым нами Русланом Майтиным. Приветствую, Руслан, предвкушаю очередное интеллектуальное удовольствие от беседы с тобой. Приветствую, Гела, и приветствую наших уважаемых зрителей. Взаимно. Понедельник – это всегда для нас определенная радость, несмотря на устойчивое впечатление, что понедельник – день тяжелый. Наша задача сделать его легким и смысловым. Понедельник день, смотря кто как живет. В стиле лайф, если живешь, то для тебя все дни легкие. Но если нет, то все дни покажутся очень тяжелыми. Знаешь, много, конечно, сегодня у нас тем. Темы важные. Это и конфликт Каспаров, Карамурза и ПАСЕ. Это и убийство этого несчастного 10-летнего таджикского мальчика в Подмосковье. И в качестве такой общей темы, мы, как всегда, от частного к общему идем. Хотел бы поговорить про ислам и христианство, про симфонию или про столкновение цивилизаций. Это тоже очень интересный вопрос, который, в общем-то... Да, Эльман написал, что наконец-то поймал меня в прямом эфире. Эльман, это лучшее место, где вы меня можете поймать, дорогой. Честное слово. Я очень рад этому. Начнем с конфликта Каспаров-Карамурза, с самого конфликта. Тебе что-нибудь известно об этом? То есть почему, с чего это волки от испуга скушали друг друга? Все очень просто. Дело в том, что пространство российской либеральной русской оппозиции, оно сжимается. И на этом пятачке очень много людей, которые хотят быть, чувствовать и быть признанными лидерами российской оппозиции. Коими являются и Гарри Кимович Каспаров и Владимир Кара-Мурза. Владимир Кара-Мурза по не просто мнению, а согласно тем людям, которые с ним общаются и которые мне донесли эту позицию, сказали, что он буквально взрастил себе корону на голове, почувствовал себя действительно главным оппозиционером. И на одной из конференций в Берлине в программке было так и написано: Владимир Кара-Мурза, президент России в изгнании. Так и написано было? Хорошо. За столом произошел этот известный конфликт, там Каспаров налетел на Кара-Мурзу. Кара-Мурза стал себя вести, как говорят, не очень адекватно, говоря о том, что все должны присягнуть мне. Он сказал, что ты отсидел 2 года, но отсидел так, как будто 20 лет. И, дескать, надо себя вести немножко поадекватнее. Кара-Мурза тут же отреагировал, вышел из этого антивоенного комитета, и пошло-поехало, закрутилось, в общем, и произошла войнушка между Каспаровым, Ходорковским, Кара-Мурзой и ФБК Навального. Все это люди-кони, все смешалось. Но со стороны, если смотреть и не быть погруженным во все эти нюансы, выглядит, конечно, очень странно. И, в принципе, с детализацией тоже выглядит крайне странно. Борьба идет за места в ПАСЕ. Изначально подразумевалось, что в ПАСЕ будут представители российской оппозиции, потому что российскую депутатскую эту делегацию оттуда изгнали, соответственно, после начала агрессии России против Украины. И стал вопрос о том, что место-то пустует, кресла-то есть, и можно кого-то туда делегировать. Стал вопрос, куда, долго-долго обсуждали эту тему туда-сюда, тяни, толкай. В конечном итоге решили, что давайте сделаем это таким образом, что те, кто подписал антивоенную декларацию берлинскую, которую, организовывал Ходорковский, этих людей туда отрядим. Понятное дело, что это был лишь формальный статус. В действительности туда должен был отправлен отряд Ходорковского с количеством, по-моему, 12 человек. Потом подняли шум. Разные силы, в том числе и представители
национально-освободительных движений, и в частности мы, о том, что за дела вообще, кого они там собираются представлять. Мы, например, там татары, вторая по численности нация. И так далее. Почему у нас не должен быть там представитель, если уж речь идет об этом? Ну и, собственно говоря, были планы их сломаны, но дальше они сделали такой ход конем. А ПАСЕ предложила, раз вот такая вот противоречивость присутствует и невозможно найти общий язык между российскими и русскими либералами и представителями национально-освободительных движений, так называемые деколонизаторы, давайте сделаем следующее. Им отдадим там 4 или 6 мест, все остальное 8 отдадим, значит, вот этим представителям российской либеральной оппозиции. Ну и вот этот скандал был по итогам этой встречи с руководителем ПАСЕ, с председателем ПАСЕ. И вот сейчас опять эта тема зависла, вроде 6 января они должны, значит, там решить, как этот механизм отбора действует, никто не понимает. Но есть стойкое ощущение, основанное на определенных данных, инсайдах, что Ходорковский там серьезно подсуетился, кому надо занес, кому надо, что называется, уговорил. И скорее всего, это будут абсолютно лояльные ему люди. Но есть очень такой важный механизм, который, судя по всему, им будет тяжело контролировать. Дело в том, что состав участников делегации будет ротироваться каждый год. То есть вот 12 человек, от них, например, там 4-6 от национально-освободительных движений. И на следующий год состав должен полностью обнулиться и поменяться. Я не знаю, как они собираются это решать, этот вопрос, если вообще будут решать. Ну, короче говоря, ПАСЕ стала камнем преткновения. И она продемонстрировала, что российские либералы – это, во-первых, вещь в себе. Абсолютно, что они не готовы никого не слушать, не слышать. Что для них представители национально-освободительных движений, народов, как были, в общем, никем, так и остаются. Они не собираются с ними разговаривать, с нами. Не считаются, говорят о том, что вообще кто они есть. Хотя резонно поставить вопрос в обратную сторону, кто они есть на самом деле. Потому что понятно, за что борются представители национально-освободительных движений, за ними народ, за ними республики, за ними идея, по крайней мере, да, за ними история, за ними есть у них биография, есть в конце концов какая-никакая, да. А у этих ничего нет. У этих ничего нет. Более того, скажем, узнаваемость в толчее народных масс у них очень низкая. Все у них связано и, так сказать, надето, насажено на тему того, что там мы обладаем определенными ресурсами, прежде всего медийными, финансовыми, в конце концов, связями в разных, так сказать, инстанциях бюрократических в том числе, да, там, сям, где-то с сенаторами ручкаются, где-то с какими-то министрами европейскими общаются. И, соответственно, вот мы-то там на серьезных щах, а вы как бы вот никто, потому что вас не пускают за порог серьезных и респектабельных домов. Вот это примерно такой дискурс. Они этот дискурс активно проводят в жизнь, демонстрируют то самое пренебрежение и такую заносчивость, которую они демонстрируют в отношении простых людей, и еще и в отношении нас. Дескать, ну кто вы там, фи-фи-фи, мы, значит, там голубых кровей и все остальное. Но я думаю, что история это рассудит так или иначе, потому что у них силы нет, как я уже сказал, ресурсов реальных, ни воинских, ни боевых, ни политических, ни, собственно говоря, ресурсов, связанных с количеством людей, у них тоже нет. Тоже нет. Я сомневаюсь, что за условного Ходорковского или же Карамурзу, или же, значит, Юлию Навальную выйдут сотни тысяч людей на площадях городов Северной Евразии. А вот то, что за свободу и независимость
Ичкерии, Татарстана, Башкортостана, Саха выйдут тысячи и тысячи людей. Я в этом убежден абсолютно. Помнишь, мы с тобой обсуждали, как Сталину донесли, что вот Папа Римский, значит, сказал то-то, то-то в адрес Советского Союза. И тот спросил, а сколько у Папы Римского танковых дивизий? И я хочу спросить, сколько, бляха-муха, танковых дивизий у российской либеральной оппозиции, которая сознательно обходит тему деколонизации, тему войны России против Украины, которая отказывается помогать даже россиянам, которые находятся в эмиграции. Ничего не сделал, палец об палец буквально. Ты знаешь, что самое интересное? И даже на небесах с их танковыми дивизиями никто не встретится. Никто не встретит, да. Этот же, папа же ответил, передайте, говорит, моему сыну Иосифу, что с моими дивизиями он встретится на небесах. Так вот, с их дивизией, у них даже на небесах, не даже на небесах тоже нет дивизий, поэтому, ну ты знаешь, в чем дело? Не, ты знаешь, извини, как старый анекдот про то, как российского футболиста встречает на небесах, ну там, согласно христианской догматике, встречает Петр. И он, значит, стоит, там ворота, соответственно, и он говорит, слушай, а где здесь ворота в рай? Говорит, дружок, ты в ворота там не попадал, ты и здесь не попадешь. Так что с ними то же самое. Нет, ну с ними то же самое, ты понимаешь? Нет, ну хорошо, давай признаем, что всем же известно, что земля начинается с Кремля. Но вопрос в другом. Даже Ленин, не говоря уже о Троцком и Сталине, прекрасно понимали значение пассионарности нерусских народов России в деле свержения существующего строя и защиты интересов революции. А эти... Да. Так проблема, я думаю, знаешь, в чем проблема? В том, что эти строй не собираются свергать. Эти собираются имитировать демократию. Ну, было же уже однажды такое при Ельцине. Можем повторить. Ельцинская Россия для них это, в общем-то, такой идеал, понимаешь? Это вот та моделька, в которой должна жить Россия. Ну, а чего? J8, уважаемые, и так далее. Немножко бомбим Чечню. Немножко даем какие-то права кому-то. Вот так и живем. Просто в одну реку дважды войти невозможно, они собираются в третий раз войти. Так не бывает. Именно здесь так и есть, как ты говоришь, имитация бурной деятельности первое. Второе, бесспорно, та достаточно сладкая, комфортная, безбедная. И, в принципе, жизнь на лаврах их устраивает. И третье, конечно, никто из них не Ленин, и даже коллективно они не Ленин по многим очень позициям, хотя там Ленин упрекали, вот в Швейцарии жил, там жил, как бы жил, он был в изгнании, и как только появилась возможность, он, как известно, в вагончике... Руслан, извини, ВАД пишет, Гела стал что-то подозревать про либералов. ВАД-2, слушайте меня внимательно. Слово «либерал» от слова «liberty» – свобода. Все, про кого я говорю, это не про свободу. Либерал, вот перед вами Руслан Насин, классический либерал, который постоянно говорит про свободу. Я либерал. Но так как условно либералами сейчас начали называть где-то коммунистов, где-то ультрасоциалистов, где-то еще кого-то, там такая климатия, такая путаница. Так что я никогда ничего не подозревал. Я вот как на своих позициях, так и остаюсь. А вот тот, кто свое рабство, свое ментальное рабство оправдывает тем, что либералы плохие, все либералы любые, вот это страшно. Это серьезное поражение головного мозга. Когда свое ментальное рабство начинаешь оправдывать тем, что либерал – это плохо. Вот
В чем проблема? Извини, Руслан, накипело. Перефразирую известную песню «А я ВАДА 2 замочу едва». И я замечаю, что я пропадаю. Значит, вот если в совокупности все эти причины взять, все эти исходные позиции, то оказывается, что правильно, они не хотят ни революции, они не хотят брать власть. Вернее, не хотят брать ее силовым образом. Они хотят, чтобы ее принесли на блюдечке с голубой каемочкой. Желательно, чтобы это яблочко на этой тарелочке было вычищено, намыто, а еще лучше и разрезано, и от кожуры соответствующим образом очищено. И вот тогда, уже открыв рот, можно, так сказать, эту дольку яблока заглотнуть. Не более того. Потому что, опять-таки, когда появился шанс, в том числе шанс, связанный с тем, чтобы сформировать какие-то воинские подразделения, там блокироваться с силами протеста, с радикальными силами, с украинскими силами. Ничего этого сделано не было. Более того, они продолжали и продолжают до сих пор говорить о какой-то коррупции. Ну какая коррупция, дорогие друзья? Режим перешел все нормы, о какой коррупции можно говорить. Более того, коррупция в данном случае это даже хорошо. Потому что если бы это была по-настоящему эффективная машина и не имела бы вот тех прорех и фундаментальных родовых пятен, которые имеет нынешняя российская власть. Раздавила бы всех и все. Тогда бы она раздавила реально. Тогда бы реально вторая армия мира, как она называлась, она бы была. Она, наверное, таковой второй армии мира. Тогда бы она прошла действительно по всем и вся. Так радоваться надо, что ворует, радоваться надо, что занимается очковтирательством, радоваться надо, что работают криворукие инженеры и вороватые чиновники. Но как ты этого не можешь понять? Но если ты этого не понимаешь, но у тебя есть, наверное, какие-то советники, ты же там привлекаешь всевозможных экспертов, пишете какие-то научные доклады и т.р. и т.п. Но в упор этого не видеть, это, конечно, сразу навлекает на них определенную, так сказать, отметину, печать, что эти люди этим не хотят заниматься. Они хотят, как ты верно отметил, чтобы все было как при дедушке, при Борисе Николаевиче. А что такое вот Борис Николаевич? Это большая семья, да. Большая семья, назвали себя либералами. Значит, под этим брендом они получили индульгенцию от Запада. Значит, под этим брендом, прикрываясь этой мишурой, они давили все и вся в России. Потому что, дескать, ну вот, если мы сейчас допустим ухода Чечни, Ичкерии или там Татарстана, дадим особый статус, все повалится. Вообще придут красно-коричневые, значит, коммунисты и да, Запад. Красно-коричневая это была фишка главная. Что красно-коричневый хотите, да? Да, и все, и Запад это сглатывал, Запад пугался этого, сейчас придет великий, страшный Зюганов. Там, помнишь вот эти вот предвыборные ролики 95-96 годов? Еще не поздно. Ты помнишь этот момент, когда был во время выборов, когда часы они показывали и говорили, еще не поздно. Еще не поздно. А там такая очень, ну, классная по-настоящему политическая реклама, значит, сидит такой в полутемной комнате Ельцин, и заходит мальчик, и там говорит, что там есть хочу ли, там масло купить. Он говорит, нет, тебе там не будет никакого масла. Ну, дескать, все, коммунисты победили. Собственно... Там еще было прикольно, знаешь, что там было то, что вот реально Зюгановым запугали пол России, но Говорухина, это когда человек, который не то чтобы испортил свой игрок, но весьма таких... Ты знаешь, ведь Зюганов был... Но он сказал очень интересную вещь во время тех выборов, он за коммунистов топил. Он сказал, послушайте, говорит, я, говорит, только единственное хочу спросить, за кого будут голосовать на этих выборах все жулики Российской Федерации? И стало очевидно, что все жулики Российской Федерации будут голосовать за Ельцина. Это же факт. Ну, собственно, в 96-м году-то Зюганов победил. И люди мне рассказывали,
Ты которые, расскажи, а потом я расскажу да, историю про которые Высокогорский район. были в окружении. Зюганов был такой Салий, Александр Иванович, он потом возглавлял КПРФ в Татарстане, он отвечал в КПРФ за выборы, он выиграл 47 с чем-то выборов, в общем, разного порядка, и другие люди там участвовали в разных мероприятиях в Москве. Так вот, один из них возглавлял, по-моему, Орловский или второй секретарь Орловского область, ну, вот этого комитета партии, короче, был. И в 96-м году, говорит, мы уже праздновали победу, потому что, ну, понятно было, что Ельцин победил реально. И тут выходит Зюганов там, значит, в ящике и говорит, что, ну, вот мы там, значит, признаем победу Зюганова. И я, говорит, в этот же момент, значит, бросил этот корочку, партийный билет и вышел из партии. Да и также известно, что ему предложили там десятки миллионов. Значит, по-моему, Коржаков ему сказал, что берешь деньги и не брыкаешься, иначе, значит, мы тебя там под белые ручки и так далее. И Зюганов испугался. Кстати говоря, об этом ровным счетом написал Проханов в хорошем очень романе «Политолог», за что Зюганов крайне был оскорблен и после этого перестал с ним общаться. Соответственно, вот оппозиция, и даже зюгановская оппозиция, там, вот это вот, она же вот только-только, да, партийная номенклатура вроде, казалось бы, и инерция Советского Союза еще была сильна, но ничего не смогли сделать. Они только там орали больше всех, что мы наследники там Ленина, мы там революционеры и все остальное. В действительности нет. Потом уже тот же Салий, они через суды доказали, что миллионы только в Татарстане, там столько, там 600 тысяч было записано на Ельцина. Так что идея восстановления ельцинизма, она витает в воздухе. Витает в воздухе, потому что Навальный был условным вторым Ельцином. Ну, они даже внешне очень похожи, если, да, и многие, если помнишь, сравнивали их фотографии. Да, если бы дожил Навальный до этого. И вот многие говорят, что даже он какой-то там внук, сын Ельцина, такие вот разговоры ходили. Да, а про выборы в Высокогорском районе, ты знаешь, вот, грузины, которые были, что ну, не были частью, ну, там не были достаточно интегрированы в общество в Казани, то есть им нужна была прописка, все прописывались где? В начале 90-х. В Высокогорском районе. Где был Миниханов тогда? Там был главой администрации большой друг грузин Миниханов. И поэтому вот община, что называется, грузинского диаспора, да, она голосовала в Высокогорском районе. И мне было интересно, потому что тогда же еще по советским паспортам же голосовали. И я спрашивал по прописке, ну как там? Потому что, ну что у меня в Бахитовском районе, да, все чинно, благородно. И на первый раз поехали специально, ну все жулики Российской Федерации же должны проголосовать за Ельцина. Поехали специально, проголосовали, приехали. По второй раз тоже поехали специально. Приехали, волосы дыбом, нам, говорит, не дали проголосовать. Я говорю, почему? Сказали, не, вас в списках нет, идите нафиг. Не нужно голосовать. Мы начали говорить, что мы за Ельцина, а они сказали, тем более не нужно, уходите отсюда. То есть во втором туре реально шла массовая фальсификация. По крайней мере, я точно знаю, как голосовали в Высокогорском районе Республики Татарстан. Ну, я думаю, что в других местах тоже, в таких сельских, также голосовали. Ну, вот так вот. Вот так вот. К сожалению, приходится... Мы подошли уже ко второй теме. И тема, во-первых, она трагичная, во-вторых, мерзкая. Мерзкая, потому что, ну, все, что связано с убийством ребенка, это ужасно. Когда ребенка убивает, в общем-то, ну, не сверстник он ему, но по годам близко, там, ребенку было 10, там 15, да.
Это еще более ужасает. Ну и во-вторых, как все это произошло? Государство, в общем-то, нормализовало язык ненависти. Государство создало образ врага. Я не верю в то, что родители говорили этому мальчику, вот этому пацану, который убил, иди убей там кого-то. Но я верю в то, что его воспитали таково. А теперь вопрос. Сколько таких, как он, в России? Скорее всего, очень много. Потому что, как ты правильно подчеркнул, этот язык ненависти, вот эта вот пропаганда, она тотальная была, и она до сих пор таковой является. Язык ненависти стал официальным языком. То есть это, по сути говоря, официальная государственная доктрина. Все, кто не с нами, против нас, все, кто не похожи на нас, наши враги, все, кто не русский, должен таковым стать. И, значит, лучше всего, чтобы эти люди, кто там борется за свою идентичность, чтобы они были мертвы, лучше всего. И этот парень, юноша 15-летний, естественно, воспринял все как есть должным образом, то есть без купюр. Естественно, он не в состоянии, наверное, в 15 лет, хотя не все такие, зерна от плевел отделять. Но, что интересно, он был, ну, как считается, на связи, ну, по крайней мере, он активно читал, а может, даже там комментил и, соответственно, был с кем-то на коммуникации с таким образованием, как Русич. Это тоже нацистская группа такого экстремистского толка, которая, значит, там тоже воюет в Украине. И их один из лидеров написал, что, дескать, этот парень на самом-то деле герой, ему там больше десятки не дадут, и все остальное. Более того, этот парень написал манифест, как известно, то есть как такой манифест Брейвика. И он всячески в школе говорил об этом, он отпускал всякие нацистские шутки, он демонстрировал готовность пойти на такой шаг. Никто не заметил, никто не обратил внимания. Почему? Ну, потому что это нормальность. Потому что там, оскорблять представителей другой национальности – это норма. Потому что орать там чернокожие, чернопопые – это нормально. Потому что считать там убивать хохлов – это нормально. Да? За это еще награждают, не то, что тебя там пожурят, за это по головке погладят. Естественно, он впитал всю эту ненависть и считает, что вот этот вот мальчик 10-летний, он что, виноват в чем вообще? В чем он виноват? Он же, у него же вот эта вот думалка не работает на эту тему. Он пошел и, естественно, когда шел по школе, расспрашивал, ты какой национальности? Он хотел прогреметь. Я считаю, что это террористический акт. Классический. Классический, одиночный террористический акт. Потому что он направлен на что? На демонстрацию своих политических взглядов вот таким вот брутальным образом. Второе, чтобы был резонанс. И третье, просто чтобы запугать остальных. Ну, классический террористический акт. А его пытаются вывернуть, я сейчас смотрю, там, российская пропаганда. Ну, во-первых, она так не замечает практически это убийство. Во-вторых, те, кто признан, значит, обслуживать режим, говорят, что нам там на бытовой почве. Какой на бытовой почве? На бытовой почве это вот, что называется, в пьяной, так сказать, драке там, да, не поделили угол. Или там, значит, плечи широкие, на тротуаре не смогли поделить асфальт. Все, вот это вот бытовая драка, там еще что-то. Но здесь-то целенаправленно подготовленный акт. И дальше меня просто поразило, что я сегодня участвовал с утра в одной передаче, и там ведущий зачитывает чат, и там пишут: вы там во всем находите, значит, что-то направленное против русских. Он порезал охранницу, которая была русской. Какой-то бред. Значит, что, дескать, он пошел убивать русских. Вот. Они выворачивают уже вот так.
хотя известно, что он там написал, что у него шевроны были русичи, да, что no lives matter, никакие жизни не важны, он вот демонстративно, он же записывал, то есть это вот убойные доказательства того, что этот человек следовал согласно вот этим своим нацистским воззрениям и воззрениям вот этого нацистского образования как русич. Более того, он это изложил идеологически в виде какого-то текста, воззвания. Я его не читал, там, это даже к этому притрагиваться неохота. Но суть от этого не меняется. Теперь давно известно, что российские школы в особенности это институции тоталитарные. Об этом писал еще Фуко, хотя Фуко писал про западные образовательные учреждения, там про всевозможные пенитенциарные заведения, медицинские учреждения. Он говорил, что это не что иное, как институты, которые принуждают к чему-то. Тоталитарный институт. Но в России в особенности. Вот в России это точно тоталитарный институт. Потому что в российских школах не учат уму-разуму, а что делают? Правильно, воспитывают верных солдат Путина. Потому что учеба отошла на второй план, а на первый вышла идея того, что мы должны воспитать верного сына Отечества, патриота квасного, послушного, которого сразу со школьной скамьи и куда? Ну, естественно, на фронт. А зачем же они нужны? Поэтому вот подняли планку обучения 12 годами, 12 классов. Для чего? Вот ему 18 лет и сразу в армию, соответственно. Все заточено под это. Поэтому школы российские наполнили абсолютно изуверскими такими предметами, как разговоры о важном, то есть это патриотические там, значит, там уроки патриотизма, значит, и прочее, да, там ОБЖ, ну хорошо, ОБЖ там еще имеет какие-то прикладные особенности, там, действовать во время пожара, еще что-то, но сейчас это просто-напросто система подготовки юношей и девочек к тому, чтобы быть солдатами империи. И все направлено на это. А понимаешь, когда это еще из государственной вот этой вот риторикой абсолютно площадной, абсолютно такой вампирической соединяется, да, когда вроде вот эти вот горлопаны, которых ты считаешь маргиналами и преступниками, которые орут там, давайте скинем ядерную бомбу на Стамбул, как это предлагал Жириновский, или как это предлагал какой-нибудь Красовский, а давайте всех детей утопим украинских, да, это говорят люди, которые являются частью этого государственного аппарата. Да? И, естественно, такие дети, вот такие вот неокрепшие умы воспринимают это, что, это сигнал действия. Второй вопрос, что у него были какие-то, наверное, там психологические проблемы и прочее, прочее. Ну, у всех там, ну, в подростковом возрасте у кого они не бывает. У всех бывает. Но, я извиняюсь, никому не приходит в голову брать оружие, какого бы оно ни было, калибра и какого бы оно ни было свойства, и пойти убивать 10-летнего пацаненка только потому, что он таджик. Да даже не таджик, он не русский. Не он русский. же не спрашивал, ты таджик? Ты таджик или таджик? Это, я думаю, приговор всей этой системе, обществу, которое не осудило это дело, которое находит силы, возможности и даже какие-то доводы, чтобы его отмазать, это о том, что это общество больно. И начинается это, к сожалению, со школьной скамьи. И выясняется, что никакого там «доживем до понедельника», прекрасной киноработы с участием там этого Тихонова. Нет, никакая школа не институция, где находятся интеллигенты. Ну, нет. Потому что школа – это, во-первых, структура, где есть люди, которые подчинены системе, они занимаются, я вам напомню, фальсификациями на выборах, агитацией за власть, доносительством,
и прочим, и прочим, и прочим. Это все вот те самые учителя, на которых якобы все держится. Это они занимаются. Это они идеологически готовят. Если действительно у кого-то есть там честь, совесть, еще что-то остается, то он в школе работает с ним, или, по крайней мере, он будет все, чтобы этого не допускать. Но не сегодня-завтра его заметят и, ну, минимум, так сказать, в лучшем для него случае его уволят. Ну, потому что вот тяжело спрятаться. Куда этому человеку спрятаться? Ну, не в школу же идти работать. Ладно, там в начальную школу идет, но дальше-то он же прекрасно понимает, с чем он имеет дело. А то, что сейчас одно из последних решений заставляют людей уже как бы принудительно домовые чаты переводить в Messenger Max, родительские чаты переводить в Messenger Max. И контроль за этим лежит на этих самых учителях и преподавателях. О чем говорит? О том, что они соучаствуют в этом. О том, что они доводят позицию верховных орков до самых низов, до детей и их родителей. Это вот такая сложная система, на самом деле, которую можно охарактеризовать следующим образом. Рука руку моет. Но вот возвращаясь к нашим искомым либералам, давайте зададимся вопрос. Они нечто подобное поднимают? Они говорят о проблеме национальных? Не говорят. Они говорят о проблемах религиозных? Не говорят. Они говорят об русском вопросе? Не говорят. Они защищают так русских мальчиков? Защищают. Это наши мальчики там тоже воюют, там погибают. Ну что же в этом случае, дорогие друзья? Вы маску снимете, окажется все то же самое, потому что внутреннее содержание мало чем будет отличаться от путинского. Потому что Путин-то тоже, как говорится, плоть от плоти из ельцинизма выскочил, из штанишек. Да, в конце чуть-чуть обезумел. Но в целом-то эта как бы вот линия, она была продолжена. Сейчас она предлагает то же самое. Никакого переустройства фундаментального. И даже вот там молодой парень, который у тебя был, там какой-то навальнист, который говорил, мы за настоящий... Сергей Беспалов, ну, он не такой же молодой, он примерно твоего возраста, но вы молодые, конечно же, по сравнению с некоторыми товарищами. Ну и вот, что они говорят, настоящая федерация. Знаешь, как приходишь, там устраивается, сколько вы мне будете платить? Мы будем платить вам настоящие деньги. Вот. До этого ты получал не настоящие деньги. Понимаешь, или там, я подарю тебе настоящую любовь. Вот слово «настоящее», оно просто должно тебя... Извини на секунду, Арно, мы видим ваш вопрос по поводу того, чтобы спросить у Асина за шариат, он или не за шариат. Вижу, не надо его повторять, это уже спам. Идем дальше. Вот, соответственно, если мы все это препарируем, то окажется, что общество реально больно, и решение этого вопроса возможно только через серьезнейший и тот самый фундаментальный разрыв. Потому что взять и навести марафет, заштукатурить какие-то сколы не получится. Фундамент сгнил окончательно. А нам предлагают товарищи либералы, что нет, давайте вот как бы уберем вот эту вот внешнюю часть. Фронтир, да, он очень некрасивый, плохой. Ну вот и обратно как-то вот все затолкаем, все кишки в тело этого трупа разлагающегося. Зашьем и как-то будем обратно жить. И не тужить. Они так предлагают. Но мы-то уже не дураки, не то что уже. Мы уже не столь наивны, вот так я бы сказал, да, как были раньше, когда, да, верили этим словам, да, велись на эти красивые слова. В конечном итоге эти люди хорошо говорят. Но опять-таки уже столько шишек на голове у всех, что ты начинаешь доверять скину, то есть коже на своем теле, чем словесам этих людей, которые-то в действительности не совсем понимают реальность, они не совсем
как, помнишь, сказал будущий, нет, тогда уже он стал генсеком, и до этого был главой КГБ Андропов, что мы, оказывается, не знаем страну, в которой живем. Да, не да, знаем да. страну. А теперь вопрос к российским либералам. Знают они эту страну? Вот я сомневаюсь. Можно там, конечно, так иронизировать, но все-таки даже те старые коммунисты в совке, все-таки они проходили определенную, ну, помнишь, там, обязательную вот такую стратификацию, лестницу там, да, их отправляли то в один регион, то колхозом руководить, то там заводом руководить, то есть обязательно как бы они должны были на себе испытать определенные тягости жизни, то есть разные сферы жизни, везде себя должны были проявить, прежде чем, значит, их поднимали по этой самой карьерной лестнице. А вы видите, какая лестница вообще? Какая? То есть они не выходили с пространства Садового кольца. Они жили, не тужили в самом прекрасном городе, который расцвел, как известно, при Собянине до нельзя. До нельзя. Очень дорогой, очень пафосный город, бесспорно. Город большой. Город с определенным имперским вектором, естественно. Конечно, вот охота вот обратно туда вернуться и вот там на мигалочках все это вот, быть в составе, в оркестре больших держав, там решать судьбы мира и прочее, и прочее. Но не заниматься же им, естественно, проблемами каких-то там народов севера, да? Ну, кому это нужно? Нет, вот сесть в Москве, в Кремле златоглавый, и уж там, понимаешь ли, с друзьями с Вашингтона, там, с других центров мировых, вот там встречаться и вот разговаривать. Вот это вот серьезно. Не будут же они там ерундой, как они считают, заниматься. Нет, ну действительно, и знаешь, что вот сейчас мы подходим к тому вопросу, вот я же говорю, от частного к общему, который, в общем-то, почему меня он стал беспокоить. Объясню. Мне повезло. Я всю жизнь жил в тех местах, где совместное проживание мусульман и христиан, ну, оно считалось абсолютно естественным. Я вырос в таком городе, имея и родственников, и друзей, и так далее, в обоих конфессиях. Я учился и сформировался в таком городе, где, в общем-то, я не видел никогда этого противостояния. И, знаешь, на Кавказе очень, вот в Баку и в Батуми, и в Тбилиси, кстати, этот вопрос звучал так: а кто вы по нации? Вот в Казани так никогда не спросили, кто вы по нации? Но вот у нас это... И как-то, вот я был на первом курсе, как-то вот спросил, ну, интересно, кто он по национальности. Я даже не помню, кто был это из моих однокурсников. Татарин, русский, может быть, чуваш, может быть, еще кто-то. Но я помню то чувство неловкости, которое я испытал, когда на меня так посмотрели и спросили, а какая разница? Конечно же, разница есть. Но вопрос же был задан не в том смысле, что, ну, какая разница, кто какой национальности. Вопрос был задан, да, чего тебя это интересует. Но вот там, где этого не было, тому, кому не повезло, как мне, свой-чужой очень четко имеет деление, и чужих боятся. Это есть и на уровне бытовом, и это есть на уровне, скажем так, научном, интеллектуальной элиты. Вот Хантингтон. Я не знаю, в какой среде он вырос, ну, примерно догадываюсь. Но он считает, что это обязательное столкновение цивилизаций, неизбежное и так далее и тому подобное. Вопрос не такой. Есть, не буду сейчас показывать пальцем, скажут, ай-яй-яй, опять он за свое. Но есть люди, которые оправдывают войну любую. Вот любую войну. Это война между христианами и мусульманами. Хотя это война совсем не между христианами и мусульманами. Ну и самое главное, очень часто эта война
мусульман с христианами или не христиан с мусульманами. Это война верующих людей с безбожниками. Это тоже бывает очень часто. Вот на эту тему хотелось бы с тобой поговорить. Тема очень интересная, большая, естественно, глубокая, требующая определенного теоретического подхода и подготовки, конечно. Извини, я привык, что ты сходу отвечаешь на любой вопрос. Да, спасибо. И, собственно, Самуэль Хантингтон, который разработал концепцию столкновений цивилизаций, на мой взгляд, просто пытался нанизать, значит, на глобус несуществующие сущности. Да, оно имеет место быть некой классификацией, классификация всегда нужна. Но я сторонник того, что все вот эти вот определения, они грешат прежде всего тем, что на бумаге они красиво выглядят, и, как известно, бумага-то все стерпит. А на практике это соотносится несколько, с практикой соотносится несколько иным образом. Потому что если вы возьмете, ну, такие сложные образования, действительно, как Кавказ, сталкиваются ли там цивилизации? Ну, как-то вот очень трудно сказать, потому что, являясь точкой такой пульсирующей, древнейшей точкой, там сходятся разные вектора, там сходятся разные волны, там вырабатывается определенный синтез, симбиоз, взаимодействие, да. И в общем и целом я бы не сказал, что там условно там кто-то говорит, мы воюем там за эту цивилизацию. Ну нет, это все вопрос, который был сформулирован уже в новое время. А ведь, собственно говоря, само слово цивилизация придумал и употребил впервые отец Мирабо, известного французского революционера. Он был журналистом, и где-то в 70-х или 60-х годах, насколько я помню, 18 века, он в одном из своих работ, статей, употребил слово «цивил», то есть, ну, это, понятно, римское слово, да, цивил – это как бы общество, например, у татар так и говорят, там, цивиль жамриет, ну, как бы гражданское общество, цивиль жамриет, получается, гражданское общество. Но и дальше пошло-поехало. А что такое цивилизация? По-моему, Марк Твен говорил о том, что цивилизация – это наличие вещей, которые ты можешь выставить за дверь и не почувствовать никакой утраты. И в этом смысле я тоже с ним соглашусь, да, потому что, ну, давайте как бы вот что называется, заземлим тему и подумаем, вот так называемая русская цивилизация, российская цивилизация, великая и необычная. Значит, вот когда говорят, что цивилизованное общество или цивилизованная страна, что закладывают в это? Что у нее есть университеты и чего-то там еще? В России первый университет появился, как известно, в второй половине XVIII века. В то время, например, когда первый вообще университет открывали мусульмане в Европе в том числе, в Испании. Далее, пойдем, оказывается, что великая там русская литература. Да. Но эта русская литература была пронизана имперством, ненавистью к остальным народам, к кавказцам, к мусульманам, к туркам. Это, пожалуйста, вам Достоевский в полный рост. Великий русский Достоевский, который оказал колоссальное влияние, там, ни много ни мало, а Скандализа Райс, которая была госсекретарем Соединенных Штатов, она специалист по Достоевскому, она русист, то есть она специалист по русскому языку и русской литературе. И балдеет от Достоевского. Ты кого не спроси на Западе, и ты говорил как-то в эфире, что а вы знаете Толстого, Достоевский. Я вот захожу в разных странах в книжные, обязательно там в разделе, если переводная литература, обязательно Достоевский, обязательно Толстой. Ну, это вот как, что называется, вот must read, обязательно нужно прочитать. И они читают, думаю, да, вот это действительно великая цивилизация. Но за этой цивилизацией великой что стоит? Колониализм, геноцид, имперство, да,
сословное общество. И в остальных случаях тоже. Когда под видом цивилизации обосновывается грабежи, захват, тот же самый геноцид. Так Запад, Европа проходила, Британская империя, Российская империя таким образом. Да, они разделяются где-то в своих элементах, но то, что они взяли и по факту экспроприировали дискурс вот нормальности, что нормальность – это вот то, что определяем мы. А вот вы сопротивляетесь, значит, вы дикари. Ну, достаточно почитать, что писали там Ермолов и прочие вот эти вот захватчики, которые шли на Кавказ. Про кавказцев, что это дикари. Мы цивилизованные, они дикари. То же самое, когда захватывали, например, Казанское ханство по Волжье, то же самое описывалось, что вот это, значит, эти магометане, они не что иное, как тьма, которую мы должны рассеять. Ну, то есть это вот концепция Эдуарда Саида известная, да, концепция другого, то есть когда захватчик полностью рисует образ врага, образ другого и наделяет его всем ужасным, что они людей едят, они там, значит, не одеваются, они не моются и прочее, и прочее. И создается такая картина кривая, при которой, ну, вроде как, на самом деле мы не убиваем, мы вот несем свет. Ну, что так объяснялось, когда Российская империя шла, что они делали? Прогрессивная сила русского народа, чтобы нести свет, образование и цивилизацию. Это уже так объяснялось, помнишь, в советское время несли цивилизацию. Куда? Например, в Центральную Азию. О, Центральная Азия. Там у нее 5000 лет. А у нее 5000 лет истории. Понимаешь? 5000 лет истории. Они к ней шли, значит, несли какой-то школы свет. построили, понимаешь, школ же не было у них. Вот нет, школ не было, конечно. О чем говорить? Какие школы? Все там, значит, жили в полях, там, в каких-то глинобитных хибарах, наверное, да. Ну, и это все, понимаешь, оно затвердевает в коллективном бессознательном людей. И либералы российские, если мы вот возьмем и опять выдернем их из нашего начального повествования, они же тоже объясняют. Слушайте, ну, мы вам дали все, они говорят. Мы вам дали все. Мы вам построили заводы, в конце концов, мы вам дороги построили. Вот этот вот либерал приходил, лично строил нам заводы. А то, что на территории Поволжья была высокоразвитая Волжская Булгария, которая по оценкам даже российских историков была ведущей державой Восточной Европы, где были, я извиняюсь, общественные фонтаны, канализации централизованные были. О чем говорить? И как раз те самые и мечети, и церкви, и армянская церковь была, например, католическая церковь была. Потому что, ну, сходились там торговые пути, и синагога даже была. О чем говорить? Вот, пожалуйста, мирное сосуществование. А вот это вот все остальное уже придуманное, что вот это вот столкновение цивилизаций, так оно столкновение цивилизаций какого типа? Конечно, когда ко мне приходит захватчик, как я его буду воспринимать? А нам говорят, ты его не должен отталкивать, ты ему не должен сопротивляться, потому что на самом деле он не захватчик. Он учитель, он врач, он светоносец, он цивилизатор, вот хорошее слово, цивилизатор, сейчас мы тебя там цивилизуем как следует. Помнишь, да? Сейчас мы освободим значит, закабаленных женщин Востока. Это же все было, они приходили, освобождали. Ну, значит, тут наш близкий друг общий Руслан Кутаев рассказывал одну историю, как пришли большевики в одно чеченское село и начали пропагандировать, значит, там призывать то ли вступить в колхоз, то ли что-то, значит, ну, в общем, присягнуть. И один, говорит, какой-то там босяк, значит, вышел и пошел в их сторону. И какой-то такой аксакал мудрый встал и говорит ему на чеченском, ну, условно, Саид, ты что, не понимаешь, что белая жопа от красной ничем не отличается. Жопа, она и есть жопа, да? То есть вот между белыми и ими не особо разницы не было в том случае. И здесь, здесь нам говорят, нет, понимаете, вот это вот задница, у кого надо задница, это цивилизованная задница.
цивилизованной задницы, люди, которые еще до середины 20 века ходили в лаптях, посмеивались над теми, кто ходил в туалет, я извиняюсь, с кумганами. Да? Вот они не пользуются бумагой, оказывается. Ну, я извиняюсь, почему-то полы никто бумагой не моет. Все обязательно используют воду, там, чистящие средства. А вот самую интимную зону, уж извиняюсь, что за такие физиологические подробности, оказывается, правильно, значит, делать уход, это не цивилизованно. А сейчас мы вам покажем, как цивилизованно. В советское время, значит, нарезаем газетки и там прочее и так далее. Так что вопрос этот важный с точки зрения того, что мы попадаем в ловушку вот этих вот умело расставленных нарративов. А наша задача, о чем мы много раз говорили, это создавать свой нарратив, создать свою ценностную шкалу, создать свою терминологию, свой глоссарий политический, философский глоссарий, ценностный глоссарий, который и должен стать, в общем, для нас каким-то определенным маяком. У нас свой путь, может быть. У нас действительно может быть выработана своя доктрина, свой подход, своя стратегия, свой исторический путь в конечном итоге. И мы его сами должны определить, мы его сами должны выбрать. То есть вот, а когда там подгоняют цивилизаторы или какие-то либералы, так называемые, говоря о том, что нет другого пути, кроме того, который мы показали, быть не может у вас, потому что вы не цивилизованные. Ну, как вы можете знать? Давайте выклеим Сусанину глаз, не надо, ребята, я выведу вас. Давайте сломаем Сусанину ногу, не надо, ребята, я знаю дорогу. Вот это примерно так происходит. В общем-то, я думаю, все более или менее понятно. А ты говорил, что это сложный вопрос. Да нет, достаточно простой. Ребят, я против темы сожительства. Да нету никакого сожительства. Вот в теме сожительства есть какой-то вариант, что кто-то кого-то терпит. Но у меня есть своя теория о том, что религия – это язык, на котором человек разговаривает с Богом. Просто человек родился вот в рамках этой религии. Вот ему удобнее разговаривать с Богом таким образом. Я знаю, что эту теорию не приемлет ни одна из религий. Но здесь есть один момент такой, что там еще и как бы конкурирующие фирмы по поводу доходов и так далее и тому подобное. Кто куда несет деньги. Ребят, сейчас не об этом речь. Речь идет о том, что там, где реально люди много веков, а тем более тысячелетия живут бок о бок друг с другом, там уже давно нету этих вопросов. Хотя они периодически прорываются. Но опять-таки прорываются они под воздействием внешних сил, а не внутренних. Это очень важно и очень... А там, где это все в новинку, да, кому-то интересна чужая культура, и он погружается в нее с головой. А кого-то это пугает. Чужой не наш и так далее. Раз чужой, значит... Давай поотвечаем на вопросы, наверное. Да. Так. Сергей Лаврик спрашивает. Во время Второй мировой войны Венгрия и Словакия были на стороне Гитлера. Сегодня на стороне Путина. Это что, совпадение или венгры и словаки в душе махровые фашисты? Хороший вопрос. Мы как-то здесь поднимали интересную тему с Гелой. Есть такая хорошая книга «Фашисты» Мана. Кстати, вот я знаю, что Гелы на Патреоне, он выкладывает всякие книжки, в том числе, которые я... обязательно выложим. Спасибо, Руслан, а то я сказал. Поэтому подписывайтесь на Patreon, да, и, значит, вот эти книжки очень ценные, кстати говоря. И вот там очень хорошее исследование у Мана относительно там венгров и так далее, вот в этих. И венгры попали в такую ловушку, что они как бы выделяют себя в особость такую и не могут как бы самоидентифицироваться. Ну вот как бы кто они, да, ну там мадьяры, тюрки, не очень понятно. Тогда еще, понятно, столетия назад вопрос о тюркском происхождении, он не так будировался. И Венгрия тогда была действительно очень профашистской, не нацистской, профашистской. Это правда, ну, пол Европы было профашистской. А со словаками случилось то же самое отчасти.
Но сейчас это, я думаю, не наследие тех времен, потому что, ну, условно говоря, и во Франции был там свой вишистский режим, уж не говоря про Германию там или Италию, да. Это были страны, которые были разодраны между двумя полюсами, все-таки надо прямо сказать, между правыми и левыми. Если бы, кстати говоря, не позиции Сталина, Гитлер бы к власти не пришел. Потому что Сталин запретил блокироваться коммунистам социал-демократами. И это привело к тому, что Гитлер, в общем-то, имея там 32%, по-моему, да, голосов, он даже меньше набрал, чем на предыдущих выборах, там на 2% вроде как, в конечном итоге вынудил Берлин сдаться, потому что, ну, вот, левый лагерь был разодран, а был сговор между, значит, Сталиным и Ельциным тогда. Так что, если взять и посмотреть, то тот же самый Орбан, ведь он был работником фонда Сороса. И посему я думаю, что Орбан – это просто приспособленец, который известно, что получал деньги от путинских олигархов, вот этого Могилевича и прочих деятелей, да, его подкармливают. Поэтому он крутится между всеми этими, теми, между Нетаньяху, Путиным, Трампом. Вот он как белка в колесе. Я знаю, что в Венгрии большей частью очень такие, скажем, люди с гуманными взглядами, которые хотят жить в европейской семье народов, и каких-то там особых сантиментов там к Москве они не испытывают точно. Давайте вспомним, а что венгерское восстание кто потопил? Евробюрократия топила в крови? Или, может, там, значит, Германия Я топила? тебя уже спрашиваю, а какое по счету венгерское восстание? И какое бы ни было, любое. Какое бы ни было, и 56-го, и там, и 60-го, 68-го, да? Или какого там, 63-го? 63-го, да. Да. Собственно, вот вам, пожалуйста, ответ. За что любить-то? За что любить? А любит Орбан за путинские денежки. Вот и все. И то же самое со Словакией. То же самое со Словакией. Маленькая страна, да, которая, как бы, наверное, испытывает какие-то определенные трудности. Но если вот пообщаться с словаками, у меня друзья жили в Словакии, они потом уехали, правда, в Канаду. Очень мило, им все нравилось, хорошо, да, она такая тихая, вот такая вот сельское пространство такое вот. Не более того. Следующий вопрос. Руслан, монстрами рождаются или становятся? Я по поводу гибели Кабелжона, и родители убийцы не должны понести наказание, раз он несовершеннолетний. Нету такого. Монстрами, конечно, становятся, потому что если какие-то зачатки есть, все-таки есть такое понятие, как окружение, родители, школа нормальная, да, там, я не знаю, психологи, какие-то наставники духовные, друзья, которые должны все это увидеть и как бы помочь. Если бы это было нормальное общество, он бы, наверное, с этими проблемами обратился. А ведь это такое так называемое потустарное общество, ну, псевдопотустарное. Если ты постоянно должен демонстрировать, что ты крутой, что ты крут. И поэтому, наверное, когда у него были какие-то проблемы, он не смог обратиться к кому-то, потому что его засмеяли, заглумили, ну, как говорят в молодежной среде, зачмырили. Это же тоже беда этого общества, да, что ты должен быть вот как Путин, такой весь на шарнирах, то есть внешне демонстрировать, что ты крут, на самом деле-то нет. Раз ты постоянно прячешься в бункерах и находишься в окружении самой многочисленной охраны среди всех глав государств мира. А что касается родителей, ну, я думаю, что в нормальной стране, конечно, бы провели соответствующее расследование. Насколько родители вообще занимались этим ребенком, насколько они вообще включены в этот дискурс. Может, у него там родители тоже там сидели и всячески комментили как минимум
значит, всяческие эти политические новости в духе там режь их, убивай их, так их, дави их и прочее, прочее. Это тоже сказывается, да, эта атмосфера. Ну, так как в России это сейчас невозможно, потому что все, в общем, пропитаны этим. Это, как я уже сказал, государственная идеология, государственная доктрина. Соответственно, все сойдет на нет. Все сойдет на нет, если люди доброй воли, люди справедливости не будут об этом говорить и не дадут этому вопросу и этой тематике, что называется, совсем сникнуть. Не только с этим связан, конечно, но и в целом, кто имеет антивоенную позицию, кто стоит на платформе справедливости, на платформе свободы, да, все люди должны объединиться и подняться. YouTube в Раше заблокирован, но кремлеботы на нем до сих пор вводятся. Это что, они сами себе подключают платный VPN, чтобы писать на YouTube, какая Россия свободная страна? Или это МФСБ открывает форточку? Это же сюр. Ну, Россия сюр, как бы тотальный сюр. Да, согласиться можно. Здесь существует несколько подходов. Первый, во-первых, есть так называемые фабрики троллей. Пригожин умер, а дело его живет. Кстати говоря, сегодня уволили, как выяснилось, бывшего пиарщика Пригожина, который работал пресс-секретарем Мосгордумы. Почему его уволили? Потому что каким-то странным образом он запостил в социальной сети, я уж не помню как, по-моему, в Телеграме, от имени Мосгордумы какой-то странный текст там про масонов, каких-то ануаков и прочих, от имени Мосгордумы. Вот. Ну, может, он не туда запустил, да, может, он как бы не успел перелогиниться. Вот. А так для этого фабрики существуют, во-первых. Во-вторых, есть такие полезные идиоты, которые находятся вне России. Сидят очень много, которые об этом пишут. Ну и третье, конечно, им дают специальный VPN, они подключают. Но вы думаете, вот российские органы государственной власти до сих пор ведут свои аккаунты в запрещенных в России социальных сетях. Типа X, ну он же Twitter, Instagram, пожалуйста, в YouTube, пожалуйста. Ну, это королевство кривых зеркал, в котором возможно все. А почему они блочат YouTube? Они боятся, по-настоящему боятся свободы слова. И не только потому, что через вот такое общение происходит коммуникация. Происходит создание комьюнити, происходит переосмысление очень многих вещей. Для них это страшно, конечно. Иначе бы, если бы, как они говорят нам, мы как бы вот уверены в том, что нам ничего не угрожает, и мы такие вот сильные и мощные, что же вы тогда все запрещаете, если вы считаете, что крепко стоите на ногах? Нет, они понимают, что даже их ложь, она уже не имеет той силы, которая имела некоторое время назад. Если посмотрим и вспомним, ведь когда Россия атаковала Украину вот только-только, помните, какие были доводы? Оказывается, на территории Украины есть фабрики или заводы или что-то такое, лаборатории, биолаборатории, которые производят и выращивают комаров боевых, которые разносят заразу и поражают славянский ген. Славянский ген. Вы верили же в это, да? Верили, но когда уже 4 года войны, понятное дело, что вы не можете вот этот поток лжи бесконечно гнать. Потому что даже если в самое огромное брюхо закачивать какое-то дерьмо, оно рано или поздно это брюхо начинает калашматить и разрывать. Потому что нет таких емкостей, которые бы вместили такой поток лжи, который льется со стороны российской госпропаганды. Хороший вопрос, уважаемый Руслан Игела. Все-таки почему Каин убил Авеля? Можете на примере современных событий, что происходит сейчас, сделать интерпретацию, буду очень благодарна. Хороший вопрос. Хороший вопрос. У нас есть, как говорится, на это ответ. Во-первых, Каин и Авель – это символическое
наличие двух фундаментальных нарративов и человеческих генотипов. Во-первых, как известно, один из них был земледельцем, а второй был скотоводом. Да? И, значит, скотовод имел более развитое хозяйство и мог приносить в жертву Всевышнему скот. В то время как земледельческая, вот как раз тут, скажем так, цивилизация, да, или земледельческий алгоритм подразумевал, что есть некое фундаментальное противоречие. И это фундаментальное противоречие между оседлым и кочевым вылилось в убийство, брата-убийство. И когда Всевышний, ну, согласно Библии, спрашивает у Кавеля, а где твой брат? И он говорит, а разве я сторож брату своему? В этом заложена вот эта вот драма, которая раскалывает реальную историю на две очень важные половинки. Первое, что братоубийство и кровопролитие втиснуты и включены в саму ткань истории, эзотерическую и тайную. И второе, что противоречие, противостояние между кочевыми и оседлыми культурами, ну, в нашем случае мы их называем цивилизациями, памятуя тему сегодняшнего разговора, это тоже тот нерв истории, который запрограммирован Всевышним. Поэтому это даже не вопрос какого-то там личностного фактора. Он просто, ну, как бы проявлен в Каине и Авеле как наследниках Адама. Но вот эта история, большая история началась с этого братоубийства. И дальше она как бы вот расходится и расходится все новыми и новыми противоречиями. И по замыслу она должна сойтись в точке исхода. Как бы вот так вот взять и зациклить. Когда, как известно, и львы будут возлежать с овцами. Ну, согласно, опять-таки, библейскому толкованию. Ну да, так оно и будет обязательно. Вопрос, когда. На все воля Всевышнего. Является ли современная Россия империей, спрашивает Наталья. Вопрос вызван одной из реплик в комментарии ФБ по поводу того, что современная Россия ничего общего не имеет с Российской империей. Серьезно? Ну, если быть уж совсем такими чистоплюями теоретическими, то скажем так, об этом мы с Гелой тоже говорили, это скорее эрзац империи, да. Империя падающая, failed empire. Падающая империя, эрзац как бы из себя исторгающая, рвущая на себе тельняшку, я империя. Но она наследует имперскому дискурсу. У нее сейчас нет тех возможностей, которые были у Российской и Советской империи. Почему в том числе Путин полез в Украину? Ну, потому что без Украины империи быть не может. А он хочет восстановить империю. Почему он цепляется за Кавказ? Потому что без Кавказа империи быть не может. Это понятно. Да? А почему они пытаются как бы сломать подходы и не допустить объединения тюркского мира? Ну, потому что прекрасно понимают, что Евразия разламывается, она тоже не будет империей. Но по факту Россия, вот исторически, вот нынешняя Россия, она делает все, чтобы продолжить имперскую традицию. Другое дело, что в настоящем, да, это не та империя, которая была, но не потому, что она не хочет такой быть, а потому, что у нее уже как бы силенок нет. Ну да, ты понимаешь, в чем дело? Я не знаю, ты слышал про такого, знаешь, такого Лев Вершинин? Ну, в общем, есть такой писатель, прозаик. Каких заек. Так вот, он называл Российскую Федерацию огрызком империи. Правильно называл? Правильно называл, ну, в том плане, что типа того, России нужно восстановить империю. Такой, понимаешь, имперец.
Ну, а Грек империя – это тоже империя. Ну да, только уменьшенная, только ослабленная, но она империя, да. Помнишь, как известно в анекдоте, там, значит, там, орел обращается к воробушку, говорит: ты кто? Он говорит: я вообще-то орел. Бля, что какой маленький, хилый? Да болел просто. Вот здесь то же самое, да, вот кто такой? Я империя, что такой маленький за Покровск, 4-й год бьешь? Ну, болел. Каспаров говорит, что Кремль испугался платформы российской оппозиции в ОПС. А вы согласны с этим мнением? Если так, стоит ли ожидать еще большего раскола в их рядах вследствие активизации агентов Путина? Ну, в общем, Руслан, ответь. Я не думаю, что Путин, конечно, испугался. Это все попытки Каспарова выдать желаемое за действительное. Я напомню, что Каспаров вообще в 2013 году еще уехал, испугавшись. Поэтому кто кого испугался, это во-первых. Во-вторых, Путин взбеленился не из-за этого, а из-за того, что была угроза того, что российские деньги замороженные будут изъяты в пользу Украины. Поэтому он так засуетился. Никакой ПАСЕ там и российская оппозиция, естественно, не имеет к этому отношения. Если бы российская оппозиция цельно выступала за разморозку этих средств и передачу ее действительно силам сопротивления Украине, тогда бы да, тогда бы там Путин вздрогнул бы. А тут ты чего? Ну, собрались там люди, которые друг друга знают, выпили там по чарке водки, закусили, и что теперь там Путин должен в бункере содрогнуться, что ли? Если бы были дивизии те самые, да, содрогнулся бы. А тут, ну, куром насмех, на самом деле. Что касается дальнейшего дробления, я думаю, что да, дальнейшее дробление будет, потому что в целом российская оппозиция не имеет точной, ну, как бы стратегии борьбы, вернее, она отсутствует. По сути, они занимаются завладеванием или овладеванием вот той поляны, которая там небольшая выделена, да, вот они в ней расталкиваются. Есть такие толстосумы, миллиардеры, как Ходорковский. Кстати говоря, относительно Ходорковского. Почему он активно в этом участвует? Это не только мое мнение, это и мнение других людей, более компетентных, чем я. Ходорковский отсудил у России 50 миллиардов долларов по делу. Значит, он теперь думает следующим образом, как это сделать. Значит, как эти деньги, соответственно, к себе в карман забрать. Не скажу вернуть, потому что это все-таки не его деньги. ЮКОС – это не его деньги. А очень просто объявить себя главным оппозиционером. И в случае там вот чего-то, каким-то образом он станет, естественно, главный, и на правах главного он возвращает себе эти 50 миллиардов, там плюс какие-то пени и так далее, там, по-моему, уже под 60 миллиардов. Вот и все. Это бизнес. Вот как Гела сказал, что государство превратили в бизнес. А у них в политика тоже превращена в бизнес. Вот так вот. Ты знаешь, я вот сейчас пытаюсь, там уже пошли вопросы. Ну вот, Этельмана, последний вопрос. Сегодня в Минвал статью напечатали о том, как что РФ не стоит поднимать вопрос Талышей и Лезгин. Азербайджан ответит жестко про черкесов и другие народы. К чему это? Надо будет почитать эту статью. Ну, потому что опять идет усиление российского безумия в отношении Азербайджана. Известно, что Алиев не поехал на неформальный саммит СНГ, глав СНГ, да? И тут же, значит, там посыпались какие-то упреки, опять обвинения в адрес Азербайджана со всех сторон. Ну, я вот сегодня после ленту просмотрел, и там провластные комментаторы также пишут, что, да, что с ними церемониться, да вот там то надо применить, все надо применить. Ну, понятно, что Россия поднимает эти вопросы только когда ей нужно решать свои какие-то геополитические задачи. Вообще надо всем народам буквально вот огненными буквами вписать где-то вот прям
перед глазами на стене. Потому что Россию не интересует права народов. Ее не интересует, что там кого-то ущемляют. Ее не интересует судьба русского народа. Ее не интересует судьба там русскоязычных в Украине. Ее не интересует судьба талышей, лезгин и еще кого-то. Ее не интересует судьба армян. Не интересует. Она просто использует это все в своих геополитических целях. Все. Все остальное – это вот тупая спекуляция.